Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 39. Языковая картина мира. Каждый народ смотрит на мир сквозь призму родного языка. Русский народ смотрит под другим углом зрения, чем, скажем, татары. Например, есть татарское слово «эш» – работа. Слово короткое, как выстрел, легкое, как пух. Поднимать ничего тяжелого, типа кувалды и кафтана, тяжелого не надо, как сказал князь Вяземский, пока произносишь это слово «эш». Наш мудрец Габдулла Тукай так передал сугубо тюркско-татарское отношение к труду. Дети, работайте, так как главное в жизни – это работа. Есть русская пословица «Работа любит дурака». Вот мы и есть дураки, которых любит работа. В основе татарского менталитета лежит трудолюбие, которое передается двумя словами «эш» – «тырышлык». Второе слово по-русски «усердие». Но это не только усердие. Туда входит терпение, старательность и сила воли человека. Такого слова типа «тырышлык» в русском языке нет. А зря. Между прочим, это слово и на татарском языке и звучит «зря», «зряга», «зря». Есть еще слово на татарском языке «зыр», «зыр-зыр айляну», означает крутиться на одном месте. А вот слово «тырышлык» формирует человека прямого, бескомпромиссного, волевого, который любит эш, то есть работу. Такие мы татары, прямолинейные, бескомпромиссные, стремящиеся к справедливости, любящие справедливость, познающие в мире справедливость, борющиеся за справедливость. Идите в баню, каждая лягушка свое болото хвалит. Да, есть такое. Видимо, в той самой бане, куда вы меня все время посылаете, не удержался. Кстати, это не только моя лягушка, не и мое болото. Об этом говорила и великая русская литература. О татарах, видимо, не раз думал и его величество Лев Николаевич Толстой. Есть у него рассказ «После бала», где рассказывается, как татарина гоняет сквозь строй за побег. Изумительно и начало повести «Хаджи Мурат», где Толстой рассказывает о колющем цветочке татарник, который остался под колесами телегами истории, но не сдался. То же самое заметил и буревестник от тюркско-татарского «бра» – буря. Буревестник революции Максим Горький. Вот что он пишет в моих университетах. На чтениях было скучно. Хотелось уйти в татарскую слободу, где живут какой-то особенной чистоплотной жизнью добродушные, ласковые люди. Они говорят смешно искаженным русским языком. По вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов. Мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакома мне, не похожа на то, что я знаю и что не радует меня. Конец цитаты. А вот отрывок из пьесы «На дне». Татарин садится на нарах, в скобках заметим нары, от тюркско-татарского нар, и качает свою больную руку, как ребенка. Диалог. Старик хорош был, закон душа имел. Кто закон душа имеет, хорош. Кто закон терял, пропал. Барон. Какой закон, князь? Татарин. Такой, разный. Знаешь, какой? Барон. Дальше. Татарин. Не обижай человека, вот закон. Между прочим, совсем неожиданно этот вопрос поднял современный русский поэт Дмитрий Пригов в
стихотворение Куликова поля. А все ж татары поприятнее, и имена их поприятнее, и голоса их поприятнее, да и повадка поприятнее, хоть русские и поопрятнее, а все ж татары поприятнее. Сижу в бане, парюсь и думаю о судьбах наших. Как говорил русский мудрец Есенин, думы мои, думы, боль в висках и темени. Татары. Как ни крути, мы все-таки один из самобытных народов России. Нас не испугаешь фанатиками-мусульманами, так как мы сами мусульмане. Нас не испугаешь фанатиками-христианами, так как часть татар христиане. Нас не испугаешь миллиардом китайцев. Их мы знаем так давно, потому что это наши братья. Мы когда-то в допотопные времена жили между реками Хуанхэ и Янцзы. Наша музыка оттуда, она у нас китайско-корейская, японская, то есть пентатоника. Вот послушайте кусочек. Нас не испугаешь турками, так как это тоже наши братья. Мы сами тюрки. Слово «турки» и «тюрки» имеют один корень – «трек» – «живой». А вот евреи – это же наши братья, как и все остальные народы мира. У них ермолки, у нас тюбетейки, потому что мы когда-то были одним народом, и торговать мы любим. И, кстати, как не уважать великую любовь евреев к образованию, познанию, творчеству? Это и наш путь, и путь всех народов. Все мы евреи, так скажем, перефразируя слова Ильфа и Петрова. Были умные люди 1000 лет тому назад, пророки. Они говорили о том, что думают и знают. В те времена существовала большая вражда между народами, и пророки написали свои священные книги сообразно этой враждебности народов. Их можно понять. Им надо было беречь и сохранить свой народ. Они говорили: «Так сказал Бог». А мы, пророки, то, что сказал Бог, записали в своих священных книгах. И это понятно. В те времена, если не говоришь от имени Бога, тебя всерьез не принимали. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, как говорит великий народ севера Чукча. Сегодня народы больше знают друг о друге, чем тысячелетия тому назад. Однако, как говорит великий народ Чукча, надо ли нам таскать из прошлого в будущее вместе с нашими старыми, как мир, священными религиями, священными в кавычках иногда можно брать, буквально все до мелочей, даже вражду народов, о которой записано в этих древнейших книгах. Кстати, совсем я запамятовал, палестинцы, наши братья, мы когда-то были одним народом, они очень похожи на нас. Чем? Всем. Между прочим, у каждого народа есть своя стена плача. Есть она и у татар, есть она и у русских, и у остальных народов, и у армян, и у чеченцев, и у палестинцев, и у арабов, и у американских индейцев, и у французов, и у турков, и у немцев. Обычно туда, в эти стены плача, мы не ходим, так как она находится внутри нас. Что нам русские? Это наши братья. Нет ближе нам народа, чем русские. Это два крыла одной птицы. Россию создали татары. Эстафету из наших рук взяли русские. Однако
Мы больше патриоты этой страны, чем даже русские, так как поскреби русского, выйдет татарин. Злые языки говорят, что Куликовская битва была не между татарами и русскими, она была войной между экстремистом, рэкетиром, террористом, как бы его назвали сегодня, темником Мамаем, который не был ханом, и между законным правительством Дмитрия Донского, который воевал не против Орды, а за Орду. Как говорит русский мудрец Маяковский, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Кому? Бывалым. Кому же еще? Ха-ха. В России, с одной стороны, вроде бы очень хотят, чтобы была вечная дружба народов, а с другой стороны, суют в учебники истории такую войну и вражду, которой никогда не было на свете. Вот и пойми после этого всех этих бывалых интернационалистов, в кавычках интернационалистов, в ушедшем советском времени, и бывалых сторонников дружбы народов в кавычках в сегодняшнем времени, у которых под колпаком еще один колпак, под которым сидит и ухмыляется сам бывалый, который скорее похож на дикий шовинизм Пуришкевича, чем на интернациональность и толерантность или на дружбу народов. Еще скажу вам, Бани, мы, конечно, в вопросах Куликовской битвы стоим на точке зрения отечественных историков, которые непонятным науке каким-то сверхъестественным образом одни только знают настоящую правду. Однако, как говорит великий народ Чукча, как объяснить тот интересный факт, что после этой Куликовской битвы, в которой Дмитрий Донской в пух и прах разгромил татар, Московия еще целых 100 лет платила ясак татарам? В скобках заметим, о Куликовской битве есть у нас на канале видеофрагмент из книги бывшего директора Института истории имени Марджани Рафаэля Хакимова. Ссылка будет дана в описании. Посмотрите. Закроем скобку и пойдем дальше. Как же это объяснить? Неужели в мире и такое бывает, чтобы платили дань побежденным? Или в истории России бывает то, что в мире никогда не бывает? Не пришла ли пора, господа товарищи бывалые, убирать из истории минные поля будущих межнациональных конфликтов? Неужели непонятно, что именно из исторических, в кавычках, трудов, лжи и обмана вырастают кровавые поля будущих войн? Короче, нечего нас сталкивать лбами. Татары и русские – это один и тот же народ, приходящий, уходящий то в русский, то в татарские языки и менталитеты. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.